Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Хотя вечер, я решила немножко снимать ролик. Хотя бы маленький. Вот наши цыплята. Мне незаметно, что они растут или не растут. Уже вечер, они уже в кучу собираются. В кроватке они уже больше не спят, потому что жарко. Здесь им тепло, уютно. Чуть-чуть стали травки кушать. В основном кушают комбикорм и пьют водичку. Пока все живы-здоровы. Падежи нет. Я думаю, все будет хорошо. Самое главное, их не перегреть и не простудить. Они уже собираются спать. Цветочки потихоньку растут. Это гортензия. Елочка. Здесь у нас лилия. Скоро зацветет. Это лилия желтая. А здесь пион. Здесь мы еще не поливали. Дети в огороде поливали, а цветы я поливаю сама. Хризантемы, клематис. Это петуния. Здесь тоже все потихоньку растет. Пионы. Посадила сюда тоже хризантему, а здесь розочки. Уважаемые подписчики, у меня беда. Желтели листья винограда. Сначала они появились желтыми, а потом появились зеленые. Подскажите, пожалуйста, мне, что делать. Я знаю, что вы все знаете. И я полечу. Здесь у меня розочки, они уже растут. Солнышко уже садилось. Уже вечер. Здесь тоже растут цветочки. Ирис скоро зацветет. Столько цветочков здесь тоже. Скоро пора косить траву. Кто-то пишет мне, что почему ворота не в красный цвет, как забор. Пусть будет контраст. Ворота и раньше была синяя. Не знаю, кому как, мне нравится. Вот так запирается. Очень много летают комары. Привезли мне навоз из деревни. Надо делать что-то тут. Хочу здесь перетаскать землю. А здесь у меня виноград не болеет. А там почему-то заболел.
Посадила я помидорчиков. Пока здесь 70 кустов. Я в одну лунку посадила по 2 штуки. Так у меня больше уходит. А здесь капусты растут. Здесь пекинская. Здесь цветная. И ягоды вон цветут. Я ходила делать себе маникюр, а мальчики мои полили огород. Вот такие они мои помощники. Здесь растет лук. Я посадила на зелень специально. Здесь длинную, очень длинную грядку посадила огурчиков. Здесь растет редиска. Посадила здесь перчик. Морковка у меня не появилась. Я посадила повторно. По-моему, семена были плохие. Здесь ремонтантные ягоды. Очень много бутончиков. Как красиво. Все зеленое. А здесь я посадила картошку, но некоторые семена уже появляются. Наверное, скороспелка. Малиной. Здесь еще у меня помидорчиков в теплице полно. Разные сорта. У меня еще есть место посадить. Потом в деревню просили, отправлю. Этих помидорчиков я посадила на постоянное место. 10 кустов. Уже есть маленький помидорчик. А здесь огурчики. Место я поменяла. Маленький огурчик есть. 2 куста большие только здесь. Остальные у меня все маленькие. Баклажанов несколько штук я посадила сюда. Я спрятала их от колорадских жуков. Уже есть жуки. Уже они на картошке сидят. Вот в таком состоянии у меня огород на сегодняшний день. Растет у меня еще один куст. Вот какой огурчик. Посадила я вот на такой горшок. Вовсю цветут комнатные цветочки. Этот цветок тоже хорошо начал цвести. Показала я вам немножко свой огород, что у меня растет, что у меня не растет. С виноградом у меня проблема, почему-то желтеет. Наверное, я перелила. Мне, конечно, неудобно как-то получать посылки от подписчиц из Куюргазинского района от Гадельшиной Фаузии. Она мне письмо тоже написала. Она хочет, чтобы я быстрее выздоровела. Очень красивый почерк. Она и домашний телефон мне написала, и сотовый написала. Мы с ней общаемся. Это Фаузия Апа. Спасибо ей большое. И прислала она мне вот такие носки.
чтобы я ходила в тепле. Вот какая вязка, посмотрите. Я носки тоже вязала, но с таким узором я никогда не вязала. Посмотрите, какая красота. Я примеряла носки. Мне как раз. Еще вот такие тапочки связала она. Из овечьей шерсти тапочка. Узор красивый. Плотная вязка. Посмотрите. Я тоже тапочки вязала, но с таким красивым узором я никогда не пробовала. Мы же татары любим носить платки. Прислала она мне красивый платок с люрексом. Платок шерстяной. Фавзия, спасибо вам большое. Приятно, конечно, подарки получать, но мне как-то неудобно. Спасибо вам большое. Я буду платок и носки носить. Посылку, конечно, получила я недельки 2 тому назад, но почему-то не получалось снимать ролик. Я ей позвонила, сказала, что посылку получила. Спасибо большое. Она тоже живет своим домом и работает в огороде. У нас тоже жарко, дождя нет. Один день немножко ночью был дождь, но не сильный. И то было хорошо. Стало свежо. А сейчас опять каждый день плюс 34 градуса. Ну, на этом я свой влог заканчиваю. Желаю вам всего доброго, самое главное здоровья, семейного благополучия, много удачных дней. Всем пока-пока. До следующей встречи.